Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лины Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Пожизненное лишение свободы. Такое наказание Ильназу Галевиеву предложил прокурор Ильдус Нафиков. Нарушил практически все религиозные мировоззренческие заповеди, которые существуют. Мы посчитали, что другого наказания быть не может. Согласны ли потерпевшие с гособвинением и почему адвокат Ильназа Галевиева не сумел продолжить прения, расскажет Алия Хайрудинова. С начала года количество ДТП на железнодорожных переездах Горьковской магистрали выросло в 4 раза. Ситуация, конечно, она такая нестабильная в этом вопросе. Мы мириться с этим так просто не можем. С чем это связано и какие меры предпринимают для того, чтобы остановить этот рост, расскажет Алена Струминская. От студента Казанского университета до классика отечественного кино. На фоне этой романтики Станислав Сергеевич, он пошел учиться на геофак. Сегодня в Казани открыли мемориальную доску, посвященную Станиславу Говорухину. Как легендарный режиссер связан со столицей республики, расскажет Рамиль Галиулян. Открытая тренировка казанского «Рубина». Каждый матч важен, слабых соперников нет. Как готовится команда, чтобы выйти в премьер-лигу, расскажет Иван Сарафанов. В Верховном суде Татарстана сегодня состоялись первые судебные прения по делу о трагедии в Казанской 175-й гимназии. По закону первое слово было за государственным обвинителем. На процесс лично приехал прокурор республики Ильдус Нафиков. Он назвал действия Ильназа Галевиева зверскими и дьявольскими. После оглашения доказательной базы гособвинитель предложил суду назначить обвиняемому самую строгую меру наказания. Из суда репортаж Алии Хайрудиновой. Сегодня в Верховном суде Татарстана было как никогда многолюдно, словно старт процесса. Именно сегодня начался еще один важный этап в рассмотрении уголовного дела Ильназа Галевиева. Это был первый день прений, и слово гособвинителя хотели услышать и потерпевшие, и представители СМИ. За 10 минут до начала заседания в зал Верховного суда прошла группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором Ильдусом Нафиковым. Он выступал ровно 2 часа. Самым эмоциональным было начало. Ильдус Нафиков сказал, трагедия 11 мая потрясла всю страну. Цитата: «Зверский, дьявольский поступок Ильназа Галевиева унес жизни 7 учеников и 2 учителей. Пострадали более 600 человек». Конец цитаты. После того, как государственный обвинитель озвучил доказательную базу, он предложил суду назначить Галевиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима. Преступление дерзкое, жестокое, из ряда вон выходящее. Оно переворачивает душу у каждого человека. Невозможно такое терпеть. Никакая иная мера наказания, никакой другой вид наказания не может восприниматься как справедливый и не может гарантировать неповторение таких событий из стороны этого лица, из стороны других. Вы видели, что за человек на процессе, полностью, который отрицает Бога, отрицает все святое, выжил своих родителей из дома, убил столько людей, нарушил практически все религиозные мировоззренческие заповеди, которые существуют. Мы посчитали, что другого наказания быть не может. Прокурор также предложил суду удовлетворить в полном объеме исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Это больше 100 миллионов рублей. Почти 1,5 миллиона Ильназу Галевиеву придется заплатить исполкому Казани за порчу имущества школы. Потерпевшие в зале суда гособвинение поддержали, а вот сторона защиты продолжить прения не смогла. Адвокат попросил 2 недели перерыва. Он объяснил это тем, что после выступления Ильдуса Нафикова ему надо подготовиться и отдельно пообщаться с подсудимым. Так, следующее заседание назначено на 10 апреля. Тогда же, вероятно, прозвучит и последнее слово подсудимого Галевиева. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани с однодневным рабочим визитом находился первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии России, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. В аэропорту имени Габдуллы Токаева встретили Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Дмитрий Медведев посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса. На Казанском пороховом заводе рассмотрели вопрос обеспеченности вооруженных сил России порохом, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Также с губернатором регионов Приволжского округа обсудили вопросы набора на военную службу по контракту. В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
задача промышленности полностью и без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России. При этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок. В целом идет трансформация отрасли, это внедрение целых комплексов новых. С начала года количество ДТП на железнодорожных переездах Горьковской магистрали выросло в 4 раза. Только в январе и феврале произошло 8 аварий на путях. Погибли 2 человека. Во всех случаях виноваты водители. Они нарушают правила движения и пытаются проехать на запрещающие сигналы. Как в Крыму. Здесь, в Джанкое, погибли сразу 4 человека. Таксист пытался проскочить переезд на красный сигнал. Погиб сам, а также пассажирка с 2 детьми. В связи с тревожной тенденцией сегодня в республике объявили единый день по обеспечению безопасности на ЖД-переездах. Это железнодорожный переезд, 812 километр на станции Высокая гора. Именно здесь произошло первое и пока единственное ДТП на железнодорожном переезде в Татарстане. Тогда, 8 января, женщина-водитель проехала на запрещающий сигнал семафора и столкнулась с пригородным поездом. В этом случае обошлось без жертв. Водителю лишь выписали административный штраф, но так бывает не всегда. Этот переезд один из самых проблемных. ДТП с участием поездов здесь происходит ежегодно. Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах на территории Высокогорского муниципального района, они, к сожалению, также имеют место быть. Буквально в прошлом году у нас также вот именно на данном переезде произошел наезд на пешехода, в результате которого пешеход скончалась от полученных травм. Также около 5 фактов было столкновение с автопоездом. ДТП на ЖД-переездах происходит по всей территории Горьковской магистрали. За январь-февраль 8 случаев, в которых погибли 2 человека. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Причем во всех авариях виноваты были водители. Во-первых, наверное, это невнимательность водителей. Это первое. Второе, отвлечение, значит, от управления, когда вот, в процессе движения водитель находится. Если вот брать в черте города Казани, вот, то это у нас переезд на Вильград и, наверное, 800-й километр, это вот в Дербышках вот этот переезд, тоже больное такое вот как бы место. Руководство Горьковской ЖД-дороги называют это тревожной тенденцией. Чтобы снизить количество ДТП, сегодня по всему Татарстану проводят профилактические рейды. Их задача напомнить водителям главные правила. Повнимательней на железнодорожных переездах. Знаки, сигналы. Соблюдать правила дорожного движения. Если красный свет загорелся вот на этом семафоре, остановиться надо, и там шлагбаум закрывается. Но есть нерадивые водители, которые вот стремятся пролететь. Внимание и пассажиров, и водителей очень большое должно быть в таком месте. По сторонам смотри и будь живой и здоровый. Чаще всего ДТП происходит из-за того, что водители пытаются проскочить на красный сигнал семафора. Такой случай произошел накануне в Крыму. Погибли 4 человека, 2 из них дети. Нарушают и пешеходы. С начала года правила дорожного движения на переездах Горьковской дороги нарушили 96 раз. По этому показателю тоже рост. В прошлом году их было 82. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Автобусный парк набережных Челнов пополнится на 100 машин. Такое решение сегодня приняли на заседании городского совета. «Автоград» заявился на федеральную программу, анонсированную Владимиром Путиным. На покупку пассажирского транспорта планируют направить 300 миллионов рублей. 50 автобусов закупят в этом году, столько же в следующем. Курсировать они будут на самых напряженных маршрутах, где сейчас работают микроавтобусы. Для полной замены автопарка городу требуется 250 машин. Мы понимаем, что в перспективе автобусы малой вместимости должны быть заменены большими автобусами. Мы к этому идем и придем. Безусловно, такая задача и цель поставлена нами. И вот 300 миллионов мы планируем буквально, если сегодня утвердим решением, направить на то, чтобы на ряд напряженных маршрутов исполнительный комитет, приобретя эти автобусы, заменит автобусы малой вместимости.
Семилетней Амелии Шагиевой из Казани нужна помощь наших телезрителей. У девочки редкое генетическое заболевание – дефицит D-бифункционального белка. Летом прошлого года ее прооперировали в Польше. Это обошлось семье в 4,5 миллиона рублей. Большую часть суммы помогли собрать неравнодушные зрители ТНВ после выхода нашего репортажа. Сейчас Амелия чувствует себя хорошо, проходит курс реабилитации. Но в октябре девочку ждет вторая операция. На это требуется 2,5 миллиона. Давайте поможем вместе. Сейчас, конечно, у нее уже ноги стали намного подвижными. После первой операции состояние Амелии Шагиевой сразу улучшилось. Если раньше малышка все время проводила только в лежачем состоянии, сейчас она с помощью специального оборудования может вставать. За ребенком постоянно ухаживают родители. Амелия наконец-то перестала испытывать боль. Ее ноги теперь не болят, то есть кости стоят в правильном положении. У девочки редкое генетическое заболевание. По словам мамы, это единственный ребенок в России с дефицитом D-бифункционального белка. По словам специалистов, дети с таким диагнозом живут максимум 2 года. Амелии пару дней назад исполнилось 7. Операцию за 4,5 миллиона девочки сделали летом прошлого года в Варшавской клинике. Пришлось полностью поменять строение таза. Для этого врачи сначала сломали тазобедренные суставы, затем вставили титановые пластины. Она у нас в наркоз и заходила с улыбкой, и вышла. Прям это было первое. Она открывает глаза и начинает улыбаться. Это было самое счастливое то, что можно было увидеть. У нее вот на ногах, получается, металлическая распорка была, чтобы она не могла ноги собрать. Вот. А к моему приезду там уже... Я вот приехал, и ей вот разрешили и сняли. И было... как-то комфортно очень даже вот ее на руки взять, поднять. Было очень радостно ощутить вот это все. Но с титановыми пластинами Амелии долго оставаться нельзя. Ее кости активно растут и смещают их. В октябре девочку ждет вторая операция по их удалению. Для нее и последующей реабилитации требуется 2,5 миллиона рублей. Такая сумма для семьи неподъемна. Работает только отец, а все сбережения потрачены уже на первую операцию. Мы уже обращались за помощью к неравнодушным жителям, и нам помогли собрать тогда деньги на операцию. Сейчас, конечно, мы снова обращаемся в надежде, то, что люди не пройдут мимо, помогут нам. Мы, конечно, уже хотели закончить этот этап с восстановлением бедер. Дефицит D-бифункционального белка – это редкое генетическое заболевание. Как известно, в мире нет лекарства от этой болезни. Можно помочь снять симптомы. И в этом Шагиевы надеются на нашу помощь. Реквизиты для перевода средств указаны на экране. Поможем вместе. Сирина Сахапова, Роман Фенин, ТНВ, Казань. В Татарстане хотят обязать застройщиков подписывать соглашение о подъездных путях к жилым массивам. Спасет ли это казанские поселки от бездорожья? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Фарид Мухаммедшин призвал местное отделение «Единой России» активно использовать потенциал партийных проектов. Об этом лидер единороссов заявил сегодня на общем Республиканского совета депутатских объединений партии. Как отметили на встрече, особое значение сейчас имеют проекты по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также мобилизованным. На сегодня татарстанские единороссы отправили более 1135 тонн гуманитарного груза на 103 миллиона рублей. Татарстанское отделение участвует во всех 24 федеральных партийных проектах. Они посвящены безопасным дорогам, селам, семьям, предпринимательству, городской среде, культуре. Партийные проекты связаны с республиканскими госпрограммами и национальными проектами. Очень бы хотелось, чтобы руководители фракций, представители «Единой России» на местах тоже были такими небезразличными людьми. Нет, Туктали, если не я, то кто? Мне доверили. Вот ему доверили, ей доверили, ему доверили. Да и время сложное, в котором живем, требует огромной самоотдачи. Татарстан вступает в избирательный сезон этого года и 4-летний выборный цикл. В 2023-м состоятся довыборы в парламент республики и ряд муниципальных советов. В 2024-м должны пройти выборы президента России и нового состава Госсовета Татарстана. В 2025-м предстоит избрать раиса республики, в 2026-м депутатов Госдумы. О значении выборов сегодня в рамках просветительского проекта «Атмосфера» Центр избиркома республики студентам рассказал Олег Морозов. Татарстанский депутат Госдумы отметил, молодежи нужно быть готовыми взять ответственность не только за себя, но и за свой регион и страну. Самая главная мысль, которую нужно доносить до молодежи, состоит в том, что через
пару-тройку, 5-10 лет вот вся эта огромная страна в 11 часовых поясов будет принадлежать им в прямом смысле этого слова. То есть они не будут не просто гражданами, которые голосуют, ходят на выборы или не голосуют, что хуже. Они будут директорами заводов, они будут доцентами, профессорами вузов, они будут депутатами разных уровней, они будут людьми, которые делают эту страну такой, какой она будет в их руках. На лекцию известного татарстанского политика сегодня пришли студенты вуза в Казани. Это будущие юристы, политологи, те, кто мечтает профессионально заняться политикой. Как отметили в ЦИКе, сейчас для президентских выборов формируются участковые избирательные комиссии, и молодежь может войти в избирательную систему или стать наблюдателями. Как подсчитали, в следующем году на выборы президента России впервые придут 86 тысяч молодых избирателей. Это 10-я часть всей молодежи и 3% всего электората. Проект «Атмосфера», который позволяет нам на стартовом этапе кампании по выборам президента Российской Федерации формировать гражданский актив избирательной системы. Тем самым это большое количество талантливых, перспективных, умных ребят, которые могут на одном языке общаться и с молодыми избирателями, и с избирателями, которые впервые придут на голосование. Выборы в нашей жизни играют очень огромную роль, потому что с них начинается вся политика. От того, как мы проявим себя, проявим свой голос на выборах, зависит будущее нас и будущих наших детей. Через неделю на Казан-Экспо откроется Татарстанский международный форум по энергетике Татэнерджи Экспо. На него съедутся специалисты из 2 десятков российских регионов, а также Белоруссии. Главные темы встречи – обеспечение технологического суверенитета и импортозамещения. В деловую программу войдут 19 мероприятий. Это круглые столы и тематические секции. В рамках форума пройдет выставка современных энергетических технологий. Свою продукцию представят около 100 компаний. Так увидеть можно будет цифровые ноу-хау в энергетике, электрокары и зарядную инфраструктуру для них. С каждым годом количество участников увеличивается у нас в форуме, несмотря на все обстоятельства, которые сопутствуют и коронавирусной инфекции, и все другие обстоятельства. Прежде всего, форум интересен для компаний, которые производят новую продукцию, инновационную продукцию, которую важно себя показать, проявить ее перед энергетической компанией, перед главными инженерами, получить какую-то обратную связь, отзыв о том, насколько продукция бывает востребована. И наша задача свести их между собой. Сетевая компания в период половодья усилила контроль электросетевых объектов. Энергетики проводят обследование линий электропередач, трансформаторных подстанций, которые попадают в возможную зону затопления. Все для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества. Сетевая компания разработала план мероприятий для обеспечения бесперебойной работы электросетевых объектов паводок. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, такая работа начинается в начале марта. Энергетики обследуют линии электропередачи и подстанции в зонах возможного подтопления. Укрепляют откосы земляных сооружений и берегов. Защищают опоры ЛЭП от подмыва оснований и воздействия льда во время ледохода. Очищают ливневые стоки на территории подстанций. В филиалах и структурных подразделениях создаются паводковые комиссии, подготавливаются силы и средства, проводятся обследование объектов, определяются наиболее рисковые, которые требуют учащенного контроля. Состояние электросетевых объектов и работу бригад специалисты координируют в диспетчерской приволжских электрических сетей. Здесь, в филиале сетевой компании, ведется круглосуточный мониторинг за электросетевым комплексом 8 районов республики. Подготовлены резервные источники электроснабжения, дизель-генераторы, дренажные устройства, средства водоотлива и плавсредства. Осуществляем круглосуточный контроль, мониторинг, аналитику ведем. У нас готов ко всем, так скажем, нештатным ситуациям. В РЭСе у нас 3 бригады работают электромонтеров, они укомплектованы всем необходимым. На особом контроле объекты электроснабжения в зонах возможного подтопления. Бригады ежедневно по 2 раза выезжают на участки повышенной опасности. С персоналом проводятся тренировки и дополнительный инструктаж по ликвидации аварийных ситуаций. Во время половодья реки поднимаются, и существует опасность у нас подмыва воздушных линий электропередач, подмыва опор. Значит, чтобы этого избежать, так как вода несет разрушительные, последствия может нести, мы каждодневно контролируем, каждодневно осматриваем. Также на объектах, расположенных в низинах, в период паводка проводится откачка грунтовых и талых вод из кабельных каналов и технических колодцев. Сетевая компания к безаварийной работе в паводок готова. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Татарстан.
Знаковое событие в культурной жизни нашей республики произошло сегодня в Казани. На здании геологического факультета КФУ появилась памятная доска именитому кинорежиссеру Станиславу Говорухину. Именно с Казанью связаны его молодые годы. Здесь он учился, окончил университет, после чего несколько лет работал на Казанской студии телевидения. Приобщился к театру и познакомился со своей первой женой. Каким был путь от студента до классика отечественного кинематографа, в репортаже Рамиля Галиуллина. Сегодня их место встречи изменить нельзя. На открытие памятной доски в честь Станислава Говорухина пришли те, кто знал его лично, и те, кто ценит его творчество. Появление памятной доски на здании Института геологии КФУ не случайно. Здесь Станислав Говорухин получил высшее образование в 50-е годы. В 50-е годы профессия геолога, она была совершенно романтичной, совершенно уникальной такой, и все туда рвались. И конкурсы были огромные. Вот, конечно, вот на фоне этой романтики Станислав Сергеевич, он пошел учиться на геофак, хорошо учился, то есть не двоечник был точно. Хотя режиссер и уроженец Пермского края, татарстанцы вполне могут назвать его своим земляком. Детство он провел в Тетюшах, затем жил и учился в столице республики. После Казанского университета год проработал геологом, но быстро понял, что это не его. Пришел к начальнику управления, говорю, увольте меня. Он говорит, как я тебя могу уволить, ты молодой специалист, 3 года отработать надо. Я говорю, это не мое дело. Так, в 59 году он приходит работать на Казанскую студию телевидения. Режиссер, оператор, ассистент. Как он сам однажды признался, этот опыт позволил ему навсегда определиться с профессией. 2 года на Казанской студии телевидения были 2 самых, наверное, счастливых года в моей жизни. И самых интересных в творческом плане. Он там первые годы работал, когда вот становилось телевидение. И первые, кстати, документальные картины, вы можете найти их в интернете. Именно вот режиссер Говорухин, они есть. После этого вот он уехал, поступил в АВГИК. Именно в Казани Говорухин влюбляется в театр, посещая известный в те времена студенческий СТЭМ КАИ. В столице республики он знакомится со своей первой женой, актрисой Юноной Каревой. Он мне сказал однажды, рассказывая о их встрече, он сказал, я увидел, что в Казани есть самая красивая женщина, девушка. И я сказал, эта девушка будет моей женой. Ну и надо знать Говорухина. Если он ставил перед собой такую цель, он шел к ней, невзирая ни на какие препятствия. Она стала его женой. Станислав Говорухин снискал всероссийскую и мировую славу. Место встречи изменить нельзя. Ворошиловский стрелок, Вертикаль, 10 негритят, В поисках капитана Гранта. На его фильмах выросло не одно поколение. Но даже уехав в Москву, о Казани режиссер не забывал. Он всегда оставался хорошим другом Татарстана. Он неоднократно был и председателем жюри фестиваля мусульманского кино. Вот мы проходили именно вот в этом месте, он прям рассказывал, что он здесь учился, и потом мы прошли к зданию, главному зданию университета, это были замечательные минуты общения. Человек, он с виду такой очень, вроде суровый, но он очень простой человек и очень всегда, из Казани, он сразу все бросал. Давайте, ребята из Казани, какое-то у него теплое отношение к Казани осталось. Это очень важно, мне кажется. Станислава Говорухина не стало в 2018 году. Ему было 82. Теперь память о нем будут хранить не только знакомые и преданные зрители, но и здания Казанского университета. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рубин готовится к следующему матчу в футбольной национальной лиге. Игра в это воскресенье в Казани с московской командой «Велес». Казанцы сейчас занимают 2-ю строчку в турнирной таблице. У клуба осталось 10 матчей, после которых разрешится интрига, вернется ли Рубин в элитный дивизион страны. Как на настрой ребят повлияли 2 предыдущих сухих матча, чего, по мнению тренера, не хватает футболистам для победы. С открытой тренировки репортаж Ивана Сарафанова. Каждый пропущенный мяч может стать упущенным шансом вернуться в премьер-лигу. Поэтому игре вратаря уделяется особое внимание. Последние 2 матча с Челнинским КамАЗом и Владикавказской Аланией Рубин сыграл в ничью. Если команда сыграла хорошо и выиграла, почему-то возникают мысли, наверное, это слабый соперник. А если, значит, команда забила мало, значит, команда играла плохо. А сейчас команда не забивает, совсем паника уже у всех. То, что мы не пропускаем, это хорошо. А то, что мы не забиваем, это плохо. Даже защитники же тоже забивают, отдают. Поэтому считаю, что это что-то между. Сейчас в чемпионате первой лиги Рубин занимает 2-е место. Основной конкурент – Калининградская Балтика. Она опережает казанцев на 6 очков. В
Впереди еще 10 матчей, и турнирная таблица может кардинально поменяться. Рубин сейчас в отличной форме, и единственное, что ему нужно, это поддержка фанатов, говорит главный тренер клуба. Мне кажется, нужно сосредоточиться на достижении целей и поддержки всем нашим коллективам, я имею в виду Казань, Татарстан, болельщики, и обращать внимание вот на то, чтобы поддержать своих футболистов, если мы болельщики, если мы их любим, а не критиковать за каждый упущенный момент. Для прямого выхода в премьер-лигу Рубину нужно занять 1-е или 2-е место. 3-я и 4-я строчки дадут право на стыковые матчи. Последняя игра в ФНЛ рубиновцев ждет в начале июня в Москве. В воскресенье Рубин ждет матч с московским Велесом. Игра пройдет на родном поле нашей команды в Казани. Как говорит главный тренер, слабых соперников в футболе не бывает. И ребята готовятся к серьезному противостоянию. Хотя в предыдущем матче рубиновцы обыграли москвичей со счетом 2-1. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. До встречи. Риск, адреналин, преодоление – все на грани человеческих возможностей. С 23 февраля в Казанском цирке экстрим-программа «На грани». Продсклад «Победа». Томаты в собственном соку 87,90. Икра кабачковая 68,90. Все нужное по низким ценам. Дум РТ Хадж. Важное событие в вашей жизни стало еще ближе. Комфортные условия поездок и проживания, выгодные цены, опытные руководители, медицинское сопровождение и незабываемый хадж ради довольства Всевышнего. Телефон в Казани 8 800 555 92 10. Дум РТ Хадж. Компания Tata AgroLeasing предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203 83 00. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 5 по 7 апреля в Казань-Экспо. Здравствуйте! В республике немного похолодало, но температурный фон по-прежнему превышает многолетнюю климатическую норму. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящей ночью в Бугульме, Бавлах, Азнакаево осадки не ожидаются. Прохладно будет до -1. Днем воздух прогреется до 8 тепла. Прохладная ночь ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура понизится до -1, днем потеплеет до +10. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ясно и без осадков. Ночью с температурой около 2 градусов со знаком плюс. Днем намного теплее, до +10. В Арске, Кукмаре, Балтайси в ночные часы температура понизится до 0. Вероятность осадков небольшая. В дневные часы воздух прогреется до 10 градусов. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске самая теплая ночь со значениями около 3 градусов тепла, а днем температура повысится до 10. В Балиметьевске, Чистополе, Мамадыше преимущественно без осадков. Ожидается ночью около 0 градусов, а днем воздух прогреется до 11 градусов со знаком плюс. Наступила прекрасная весна, когда природа вновь обретает свою прелесть. В Казани предстоящей ночью осадки не прогнозируются, а температура понизится до 2 градусов тепла. Днем ожидается около 10 градусов выше 0. Ветер западного направления, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 65%. К вечеру повысится. Магнитное поле Земли спокойное. Весна – прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч!